А знаешь, Светка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама меня ждет. У тебя есть друзья, любимый, а у меня она одна. Пахнет в хате квашней и дымом. На пороге бурлит весна. Все 19 лет я прожила в ощущении завтрашнего дня. Жизнь для меня была понятием ощутимым. Она скрывалась где-то в следующем завтра, но пока обходила стороной. Но я знаю твердо, что хорошая жизнь ждет меня, и миновать ее невозможно. Я была подкидышем, и даже фамилию мне в детском доме дали Четвертак. Война застала меня на 4-м курсе библиотечного техникума. И в первый же понедельник вся наша группа явилась на фронт. Группу взяли на фронт, а меня нет. Но я не сдавалась, упорно штурмовала военкомат, пока меня не направили в зенитчицы. В Ницце я жила в очень большой и дружной семье. Дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра и еще какая-то дальняя родственница. Вместо танцев я ходила в читалку, а когда удавалось достать билет, то ходила на галерку в Амхат. Пришла война, и меня призвали в зенитчицы. Чрезвычайно общительная и озорная, глаза детские, зеленые, круглые, как блюдце. Все говорят красивая. Красивые редко счастливыми бывают. Я осталась одна. Маму, сестру, братишку всех из пулемета уложили. Их всем составом захватили и под расстрел. А меня эстонка спрятала. Значит, и у меня личные счеты имеются. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься?